вас еще раз. И сегодня мы поделимся информацией о поддержке, которую которую предоставляют, получают и которая необходима. И я хотел бы проинформировать вас, что презентация, которая уже переведена на русский язык, ее можно скачать и получить доступ через Google Drive. И вы увидите здесь версию на английском языке, но можете отслеживать на русском языке из Google Drive. И второе, пожалуйста, не закрывайте приложение, которое вы открыли сегодня утром. Мы будем продолжать в нем тоже работать. И третье, план на вот данный вот раздел. Это до обеда мы должны поработать и обсудить требования по отчетности, которые содержат и условия, а также процедуры и руководства УПР. И после обеда мы проведем демонстрацию и поработаем с инструментом. И также я хотела бы сказать, что вот чувствуйте, смотрите, вот вы увидите, что инструмент поддержки, он похож на инструмент АНУФ, который вы пытались работать сегодня и вчера. И вот эти вспомогательные инструменты, они очень легкие и очень такие гибкие, и там вот элементы понятные, которые касаются поддержки, и они аналогичны, когда мы говорим об инструментах и прогресса. И сказав это, я хотел бы поговорить о содержании данных требований к отчетности. И я хотел бы попросить некоторых из вас, вот добровольцев, как бы волонтеров, кто согласился бы сказать, какая информация необходима для отчетности по соглашению по соглашению, по статье 13 Парижского соглашения. Мы в эти дни много говорили об этом. Пожалуйста, кто-то может сказать что-то, какого рода информация необходима чтобы стороны отчитывались Yes, you can по take the статье 13 mic Парижского so that соглашения. we can Пожалуйста, hear. говорите в микрофон, чтобы мы могли услышать. Evidently, since the session is named support, it is about finance mobilized by developing countries, but it is should. And finance provided for developed countries, and it is shall. Извините, для развитых стран. Да, да, вот здесь говорится, да, да, это один элемент, который необходимо отчитываться, один элемент. Включили. Мгм. Микрофон, говорите, микрофон, микрофон. Микрофон, микрофон. Нет, нет, работает, работает, ага, работает. Мгм. На английском или на русском? Мгм. Слышно, слышно, да. Ну, давайте этим. Раз, два. Спеть, может, что-нибудь. Для развитых стран там написано, что страны должны предоставлять информацию. Это обязательно. Там shall по-английски называется. А для развивающихся стран, типа нас, присутствующих, предоставляют сведения о полученной поддержке финансовой в том числе. Но это не обязательно по желанию. Мы можем, а если не хотим, не будем. Это правильно. Да, одна часть информации по FATC, мы сказали о странах вот, развивающихся, а какая информация необходима, какую информацию вы должны дополнительно к финансированию по статье 13 Парижского Но соглашения я не предоставлять? уверен. Мгм. You mean support, under support. Вы имеете в виду дополнительной поддержки, да? Дополнительно. Obligatory, обязательно только, значит, кадастр О, выбросов и прогресс АНУФ. Все. спасибо большое.
Вы правильно отметили положение по отчетности по статье 13 Парижского соглашения. Это, это кадастры по выбросам, и что обязательно для стран и достигнутые прогрессы. Что касается поддержки, которая предоставляется, это касается развитых стран, но также и другие стороны, которые находятся в позиции предоставления помощи, поддержки развивающих стран. Это should optional, вот это не обязательно на усмотрение. А что касается для развивающихся стран, это для вот, добровольно предоставлять информацию о поддержке, которая необходима и которая получена. И это главы в ПМГ, УПР, это главы 2, 3, вот, которые говорят об кадастре парниковых газов и также про достигнутого прогресса в рамках АНУФ. И глава 5 и 6, они касаются поддержки, которая предоставляется, и поддержка, которая необходима и получена. И глава 5 будет использована развитыми странами и добровольно другими сторонами, которые предоставляют поддержку. А глава 6 это для развивающихся стран, сторон развивающих стран, они будут отчитываться об информации, о необходимой поддержке и полученной. Это что касается отчетности. А теперь обзор. Обзор– это информация, которая, вот стороны, они же отчитываются о финансировании, да, и какие вот положения по МПГ, УРП они должны предоставлять. Вот так кто-нибудь из волонтеры есть у нас добровольцы, которые хотели бы объяснить? Предыдущий коллега четко сказал о положениях для отчетности. Но после отчетности же будет процесс обзора. И какое же положение у нас есть для обзора? Для обзора и информация будет обязательно вот, сторонами развитыми будут рассматриваться, а другие стороны, вот, которые предоставляют поддержку, они могут выбирать. И они скажут, мы пойдем по обзор или нет. Это вот на выбор. А для информации, которая необходима и получена поддержка, да, вот, они должны пройти через процесс обзора. Только те, кто предоставляют поддержку, они будут подходить под категорию обзора. И это касается содержания BCR, DOP. И это здесь мы говорим об МПГ, ОПР. Вы должны подготовить когда БТР, и в рамках BCR, вот ДОПа, мы видим опять, есть приложение, вот, и здесь вы должны подготовить ДОПа, и здесь говорится о дополнительном кадастре. Одна глава говорит о достигнутом прогрессе, достижении АНУФ, второе– это воздействие климата и адаптация к изменению климата, а две другие главы, следующие, они говорят о финансировании, передаче технологий и укреплении потенциала, где вы предоставляете информацию в повествовательной форме и дополнительно к этому, как парниковые газы и также отслеживание достигнутого, вы должны предоставить информацию также в АФО. Это называется CRF, это АФО для и вот специальная информация по ДОП и также дополнительное приложение. Здесь будут АФО-таблицы, и они будут частью вот, подачи этой информации сторонами. И также здесь все вместе. Это 13 таблиц составляет объем 13 страниц, где вот вы вводите информацию о поддержке 5 для сторон для развитых, а вот 1, 2, 3 это финансовая информация тут развивающиеся страны, а другая для развитых стран.
Вот, а затем мы видим таблица по передаче технологий, финансирования и укрепления потенциала. Пятая таблица– это по наращиванию потенциала. 5 таблиц. В целом они должны быть предоставлены. Вот, надо заполнить таблицы и предоставить как часть доп. И что касается развивающихся стран сторон, там 8 таблиц. И две они касаются финансирования, технологий и укрепления потенциала, а две касаются реализации статьи 13 и также деятельности по прозрачности. И вот эти 4 сектора, здесь две таблицы, одна, что для необходимо, и для получения поддержки, помощи вы должны предоставить информацию по тому и по другому. И мы детали рассмотрим позже относительно этих таблиц. И все вместе у нас 13 таблиц всего. Вот в разделе поддержки 8 для развивающихся сторон и 5 для развитых сторон. И здесь главы 5 по УПР, и они относятся к развивающимся странам. Я хочу обсудить главу 6. Это один относится к развивающимся странам, и это и для вашей информации. И вы здесь можете увидеть 5 глав, и в 2 главах говорится, общая информация дается, и она предоставляет контекст, содержание и вот актуальную информацию для того, чтобы понять информацию, которую вы предоставляете в таблицах. И эти таблицы, эта информация, которая необходима, чтобы они были прочитаны вместе, чтобы четко понимать ту информацию, которая предоставляется в таблице. 8 это таблица о местных обстоятельствах, это вот институциональные структуры, поддержка, и затем вы показываете методологию определения, как вы категоризируете поддержку, также климатическое финансирование, понимание, как вы отслеживаете поддержку. Вот такого рода информация должна быть включена в главу B, потом CD, и это, соответственно, они занимаются информацией по предоставленной финансовой поддержке, по передаче технологий, помощь которая оказывается, и также по укреплению потенциала поддержка предоставленной. Как я говорил ранее, это говорит документ о том, что в текстуальной форме, в описательной, повествовательной форме необходимо предоставлять, а некоторые информацию в табулярной форме, табличной. И это это для развивающихся стран, это ваши случаи. Здесь даются главы, и здесь вместе, если мы посмотрим, 8. Да, вот да, секции и она аналогична и предыдущим сессиям, предыдущему слайду, который я объяснял, содержит та же информация о национальных условиях, менеджменте и стратегия, которую продвигает страна, политика, и также здесь говорится о направлениях, определениях, методологии. И затем у вас еще есть отдельный отчет, первая финансовая поддержка, которая необходима, и опять вам надо отчитаться о полученной помощи, поддержке, и это касается также других элементов. Это мы говорили, передача технологий, укрепление потенциала и что входит в рамки по статье 13 Парижского соглашения, финансирование, передача технологий, укрепление потенциала. И в ОПР также есть положение, где стороны отчитываются о том, какая поддержка необходима для того, чтобы подготовить ДОП, чтобы реализовывать статью 13 Парижского соглашения на непрерывной основе устойчивым образом. И здесь вы можете также осветите, какая поддержка вам необходима для того, чтобы вы могли подготовить информацию в рамках РРП. И
Также здесь вам необходимо предоставить информацию, чтобы здесь была комбинация в повествовательной форме и в табличном формате, чтобы вот, ну, мы будем обсуждать позже вот табличный формат. И здесь я остановлюсь для того, чтобы проверить, если у вас какие-то есть вопросы или вы хотели бы что-то добавить, прокомментировать, пожалуйста. Вопросы, если есть, да. Все понятно? Хорошо. Да, выглядит, что все понятно. Да, тогда это это касается национальных условий, национальных обстоятельств. И здесь говорится о вашем контексте, о национальной политике, программы, какие системы, инструменты, вот, и какие процессы на месте существуют для того, чтобы отслеживать, отчитываться об информации, касающейся поддержки, помощи, и объяснить, как ваши потребности относятся к АНУФ, какие вызовы, какие ограничения есть относительно отчетности по поддержке, предоставляемой для АНУФ. Вот эта общая информация, она должна быть в главе А глава Б аналогично также объясняет необходимую информацию, какая необходима, чтобы четко понять информацию, которая предоставляется в табличном формате, как определение или есть какие-то конкретные специфические вот, объяснения по временным рамкам, по секторам, отраслям, то, что вы включаете в таблице, то, что у вас в главе Б должно быть включено. Также по методологии, вот, и будет касаться и выбросов. И также я хотел бы поговорить немного о главе С. Это информация о финансовой поддержке, которая необходима. И вот в текстуальном формате вам надо предоставить информацию об отраслях и описание того, как эта поддержка будет носить вклад в долгосрочные цели, задачи, также передача технологий, развития. И эта информация, она идет в раздел ДОП, БТР– это ДОП. И также дополнительно к этому необходимо вам заполнить таблицу 6 по необходимой поддержке. И в этих таблицах вы можете увидеть, что здесь дается конкретная информация, которую вы должны представить, например, какого рода сектор, подсектор, где поддержка требуется. И здесь надо будет указать эти сектора и также название проектов. И если у вас есть проекты, название проекта, тоже надо предоставить информацию и описание. Ну, чтобы такое повествовательное шло описание сути, природы самой, деталей, поддержки, которая необходима, и определенно вам надо предоставить объем, указать, который вам необходим указать объем. Это касается и УПР, и надо здесь указывать в национальной валюте и в долларах США. И также ожидаемые временные рамки, продолжительность поддержки, помощи, и также ожидаемые финансовые инструменты. И также даются здесь опции на ваше усмотрение. И дополнительно к этим опциям, вариантам, есть еще дополнительные, может быть, есть виды, вы можете указать. И аналогично вам надо подчеркнуть, что это информация, которая необходима, видимо, для адаптации, для смягчения или для сквозных вопросов, которые будут охватывать оба элемента адаптацию и митигацию смягчения. И также в повествовательной форме вам необходимо предоставить информацию, вот, которая касается передачи технологий, укрепления потенциала, реализации НОФа, стратегии на местах, и вы должны здесь указать, необходим ли вклад вот в эту часть. Дополнительно к этому надо предоставить некоторые вот, информацию об ожидаемых воздействиях или результатах вот, на основе вот той поддержки, которую вы ожидаете. И последняя колонка– это дополнительная информация. В этом последнем столбце Additional Information вы можете предоставить любую необходимую
дополнительную информацию, дополнительные какие-то комментарии, ссылки на какие-то другие документы или иная информация о том, какие меры вы предпринимали, например, для снижения ущерба или минимизации ущерба. То есть все вот эту дополнительную информацию в последнем столбце additional information можете добавить. То есть это вот ключевая номенклатура сведений, которые вы предоставляете вот в общем табличном формате. И вот этот общий табличный формат или основываясь на вот этом номенклатуре сведений, перечисленных в общем табличном формате, мы и разработали и соответствующий инструмент. И мы с помощью этого инструмента формируем и таблицу, итоговая таблица, которая будет генерироваться с помощью этого инструмента, но выглядит вот точно так же, как вот показано здесь, на иллюстрации. И вот эту таблицу вы можете уже направлять в секретариат Кигон для того, чтобы вот, ну, сообщить вашу информацию. Чуть более подробно с этим инструментом мы познакомимся позднее. Но помимо этого, в контексте помощи, полученной в шестой таблице, и вы предоставляете информацию не только о финансовой помощи необходимой, но и информацию финансовой о помощи фактически полученной. То есть если до этого в таблицу вводили данные о помощи, о поддержке необходимой, то также в этой форме, в этой таблице после ввода этих данных вам нужно будет указать данные о фактически полученной поддержке. Кроме того, здесь вы обратите внимание, что там есть примечания к этой форме. В этих примечаниях можно добавить комментарий или дополнительные разъяснения по указанным статьям. И можно добавить также индивидуализированные сноски. Это вот внизу у вас есть такая возможность. Можете добавлять индивидуализированные сноски, где давать нужные дополнительные раскрытия. И я более подробно о том, как добавлять сноски, поговорю с вами, когда буду уже представлю вашему вниманию сам инструмент. Но вы можете обратить внимание, да, что здесь помимо данных, помимо непосредственно данных, цифровых значений, вы можете использовать буквенные обозначения. Например, NA, да, от английского not applicable, то есть неприменимо. Используется для тех случаев, когда какое-либо значение или таблица в вашем контексте не применяется. NP или NA. И, например, если вы относитесь к развивающейся стране, то все те поля, которые касаются помощи, предоставляемой вами, не вам, вами, то они вас не касаются, потому что вы помощь не предоставляете, поэтому там вы можете проставить NA. Таблицы с первой. То есть, получается, для вас, если вы развивающаяся страна, для вас таблицы с первой по пятую, они все будут NA, то есть неприменимые. Носить характер неприменим, потому что в таблице с первой по пятую указывается информация о той помощи, которую вы предоставляете в качестве развитой страны. Есть еще одно обозначение UA, это означает Information Not Available at the Time of Reporting, то есть информация на момент составления отчета не имеется. То есть вы можете, в случае, если у вас на момент составления отчета нужная информация отсутствует, вы можете указать UA. Ну и, как правило, использование обозначения УА более распространено среди развивающихся стран. НР – это аббревиатура Not Reported, это используется для обозначения факультативных полей. Если вы, например, по таблице 6.2.13 сообщаете какие-то данные, точнее так, если не хотите представлять данные, предусмотренные в таблице 6.2.13, вы можете просто указать NR, то есть информация не сообщается, not reported. Хорошо. Еще один пример. Вам этот процесс знаком с бурами, и вам необходимо предоставлять информацию по помощи необходимой и фактически полученной. Эту информацию представляется в табличном виде, и в табличном или в повествовательном виде. Но вам нужно будет помнить, что в рамках действующей системы, где развивающимся странам необходимо предоставлять
двухгодичный отчет по обновленным данным. Там, в этом формате, единого табличного формата не установлено. То есть в настоящий момент в рамках или при предоставлении двухгодичных отчетов по обновленным данным страны могут предоставлять информацию в произвольном формате. И вот это вот здесь приводятся примеры того, в каком формате страны предоставляют информацию в рамках своих двухгодичных отчетов, в рамках своих буров. Там можете увидеть обозначение столбцов, да, вид мероприятия, описание мероприятия, начало, конец реализации, донор, реализующий орган. В целом это соответствует нашему общему табличному формату, но с нюансами. Но есть почти все, вы увидите, что почти все сведения, которые указывались раньше в форматах БУР, они будут включаться и в новом формате данных. Можете сказать, глядя на таблицу 7, можете, глядя на таблицу 7, определить, какую информацию, которая в настоящий момент приводится в формате данных БУР, какую информацию из формата БУР у нас в формат для расширенных рамок отчетности, расширенных рамок прозрачности не входит. Еще раз, есть сведения, которые у нас входят в текущий момент в формат БУР. Эти сведения и какие из этих сведений, входящих в настоящий момент в БУР, не входят в формат расширенных рамок прозрачности. Да, я вам дам несколько минут на то, чтобы вы обдумали вопрос. Есть несколько сведений, которые не представлены вот сейчас в таблице 7. Сведения какого рода у нас здесь сейчас в таблице 7 не представлены. Under the table 7, you have to provide the title of В таблице activity. 7 нужно That предоставить title is there название, on the above table. название мероприятия. Так, название мероприятия у нас есть? Есть, да? Yeah. Присутствует, Yes, правильно? please. Да. А вы что хотели сказать? Я оставлю несколько, как сказать, несколько элементов для других участников, но на первый взгляд стоимость в национальной валюте отсутствует, потому что там в первой таблице только в долларах. И второй элемент– это сабсектор. Вот остальное для вас, участники. Еще пару, по-моему. Да, еще? Да, очень важное наблюдение, да, как я уже говорил, сумма необходимо сообщать в двух валютах, да, в долларах США и в национальной валюте. Да, и здесь в нашей рабочей таблице отсутствует столбец, где можно было бы отразить информацию по стоимости в национальной валюте. Хорошо, что еще не представлено в нашем текущем формате таблицы? Какая категория сведений в настоящий момент не представлена в нашей таблице? Давайте пошагово пройдем. Название полученной поддержки. Название проекта, в рамках которого была получена поддержка, есть у нас? И там есть. Ой, простите, не название, а вид поддержки. Вид поддержки. Вид поддержки у нас есть и там, и там. Хорошо.
А, да, мероприятие, да, есть. Третье. Описание. Описание мероприятия, описание действий. Есть и там, дата начала и дата завершения, да, сроки реализации. Донор. Вид донора – это многосторонняя, двусторонняя или какой-либо иная категория. Сумма у нас есть, в долларах США у нас есть. А вот добавленный столбец – это total budgetary allocation. Да. То есть обратите, пожалуйста, внимание, да, что пропущенным выделены пропущенные номенклатура сведений, она выделена синим, то есть это сумма в национальной валюте, как уже было сказано, валютный курс, потом статус, сектора, подсектора, эти сведения тоже нет, и сведения по вкладу, да, вклад да, вклад в направлении по технологиям, по развитию потенциала и по передаче технологий, по финансированию, по укреплению потенциала. То есть часть сведений не вошла, появились новые поля, и вам необходимо иметь это в виду. Здесь следующая таблица, 8-я таблица, в ней говорится о передаче технологий, помимо 8-й таблицы. Также необходимо предоставить помимо табличной информации, в табличном виде нужно предоставить повествовательное описание помощи по передаче технологии. То есть вам, по сути, нужно будет определить ваши потребности, то, как были определены ваши потребности. И, то есть вам вот в повествовательной части нужно описать что составляет ваши потребности в части передачи технологии. И также нужно будет предоставить описание того, как эти потребности в части передачи технологий или как помощь по этим направлениям в части передачи технологий поможет в становлении вашего внутреннего потенциала. То есть вам нужно будет дать описание. По поводу табличного формата, здесь так же, как и в 6-й и 7-й таблице, вам нужно будет указать, какой это сектор, какой подсектор, дать название проекта, описание проекта, вид поддержки, вид предоставляемой технологии, ожидаемые сроки передачи и также описание того, какое ожидаемое воздействие будет от передаваемой поддержки в виде передачи технологии. И последний столбец – это дополнительная информация. Это первая часть, это необходимая поддержка, это первая часть таблицы, это необходимая поддержка в части передачи технологий, а есть связанная с этим таблица, это информация о поддержке в области передачи технологий фактически полученной. И вот если посмотрите на 9-ю таблицу, 9-я таблица, она зеркальная, по сути, с 8-й таблицей, но вам нужно будет предоставить уже информацию о том, какую поддержку вы фактически получили. И здесь вам также нужно будет предоставить информацию или привести прикладные примеры того, как фактически переданная вам технология позволила нарастить ваш национальный потенциал, развивать национальный ноу-хау, то есть привести практический пример, то, что на английском языке называется case studies, или кейсовые примеры. Да, и вам нужно будет также дать описание того, какой этап технологического цикла получил поддержку или на развитие какого этапа технологического цикла была предоставлена данная поддержка. То есть предоставляемая вами технологическая поддержка пошла на развитие какого этапа технологического цикла. Это следующая таблица. 10-я таблица – это информация о помощи в области укрепления потенциала, о необходимой
помощь в области укрепления потенциала, то есть вы здесь перечисляете то, какую помощь в области потенциала вам необходимо с учетом потребностей страны, с учетом планов стратегического развития страны, и также привести описание того, как вы ведете работу по повышению осведомленности населения, ваших внутренних субъектов о том, чтобы вовлечь их в работу по наращиванию потенциала. И эту информацию предоставляется как в табличном виде, так и представляется и в табличном, и в повествовательном виде, как и в предыдущих случаях. Это вот таблица 10. Таблица 10, вы увидите, что по большому счету столбцы здесь совпадают со столбцами, которые используются на предыдущих таблицах. Да, это сектор, подсектор, название мероприятия, проект, вид поддержки и так далее. Следующая таблица, 11-я таблица, это та же самая таблица, что и 10-я, только здесь мы говорим о поддержке в области укрепления потенциала фактически полученной. И так же, как и с предыдущей таблицей, с 9-й таблицей, вам нужно будет привести информацию о практических примерах того, как фактическая полученная вами помощь в области укрепления потенциала помогла вам нарастить национальный потенциал в деле принятия климатических действий. То есть вы здесь приводите уже иллюстрации, и также вы можете показать, на каком уровне была фактически получена поддержка на национальном, на субнациональных уровнях, и как данная полученная поддержка помогла вам достигнуть ваших национальных целей, и как она помогла вам обеспечить взаимодействие с национальными заинтересованными сторонами, точнее, внутри вашей страны. И эта информация представляется как в табличном формате, так и в повествовательном формате. Ну, то есть таблицу 11 вам нужно будет заполнить, да, это таблица 11, это информация о помощи в поддержке в укреплении потенциала фактически получена. И у вас есть... И обратите, пожалуйста, да, что речь идет о помощи по направлению финансирования передачи технологий и укрепления потенциала именно в области климатических действий. Есть еще отдельные направления. Отдельные направления – это там, где вам нужна финансовая поддержка для предоставления отчетов в рамках расширенных рамок прозрачности или в рамках иных инструментов повышения прозрачности. И вот эта уже информация, она будет указываться в таблицах 13 и 12. Учтите, пожалуйста. То есть, если вам... То есть финансовая поддержка, необходимая вам для исполнения или реализации требований статьи 13, она идет в эти две таблицы, в 13 и 12. Учтите это, пожалуйста. И вам нужно будет предоставлять информацию только в одном месте, чтобы не было двойного учета по помощи необходимой полученной. То есть здесь вам нужно будет внимательными. И еще раз подчеркиваю, да, что в данном таблице 12 и 13 здесь речь идет об отражении информации, необходимой для цели исполнения требований статьи 13. Да, это составление кадастра парниковых газов или составление ваших двухгодичных отчетов. То есть та поддержка, которая вам предоставляется для того, чтобы помочь вам в представлении отчетности, в прозрачности, она идет вот в таблице 12 и 13. И здесь вы предоставляете информацию в табличном и в повествовательном виде. Предоставленная вами информация, она потом проходит процедуру изучения или обзора, то, что английски называется review, и потом те люди, которые будут проводить техническую экспертизу, они будут выходить с вами на связь для того, чтобы уточнить
какие потребности, чтобы уточнить ваши фактические потребности, чтобы лучше индивидуализировать или помощь подогнать под индивидуальные ваши требования. Если вам нужна поддержка для того, чтобы подготовить ваши двухгодичные отчеты или для того, чтобы подготовить ваши отчеты в соответствии с требованиями статьи 13, эта информация, еще раз, она отражается в таблицах 12 и 13. Это знакомство с теми, что называется общие табличные форматы, CTF, Common Tabular Formats, и вы эти таблицы предоставляете вместе с вашими двухгодичными отчетами. Теперь давайте сделаю паузу и уточню. Есть ли у вас какие-то вопросы по тому, что я рассказал, или, может быть, какие-то моменты нужно будет мне прояснить, что-нибудь спросить? Да, говорите, пожалуйста. Да, спасибо. По всем 4 секторам, да, финансовая поддержка, технологий, развитие потенциала, и это статья 13. Вы используете 2 таблицы. Первая — это для необходимой. Первая таблица — это для поддержки необходимой. Вторая таблица для поддержки фактически полученной. Да, и вы правы. Да, вы правы. Номенклатура сведений, которая указывается в 12-13 таблицах, она одинаковая. Единственное, что это то, что в 12 вы указываете в одной из этих таблиц, в 12-13, разница в том, что в одной вы указываете то, что вы, такую помощь, которую вы ожидаете получить, или которая вам необходима, а вторая таблица — это то, помощь, которую вы фактически получили. Да, у вас вопрос. По поводу горизонтов, скажем так, планирования, до горизонтов оценки, то конкретных требований нет, да, там нет требований там, на 10 лет вперед, на 15 лет вперед в УПРах никаких конкретных указаний в этой связи нет. То есть решение о продолжительности горизонта планирования принимается исключительно страной. Как страна посчитает уместным, так и будет. Ну, Но просто если вы укажете какой-то одну продолжительность, да, горизонта планирования, вам нужно просто будет в комментариях просто объяснить, почему вы выбрали именно такую продолжительность горизонта планирования, да, основываясь на требованиях нашей национальной политики, становясь на положениях наших национального плана и так далее. Мы выбрали именно такую, или мы посчитали, что именно такая продолжительность горизонта планирования является обоснованной. По поддержке полученной, ну, поскольку у вас уже поддержка получена, и у вас уже а, по поддержки полученной, да, у вас уже там по проектам есть установлены сроки реализации, ведь вы знаете, да, что там вот у вас там есть проект там на столько-то лет, и вы можете указать информацию, что вот у вас такая-то поддержка, и ее получение предстоит вот в течение такого-то периода времени.
Вид поддержки медиационная, адаптационная или межсекторальная. В принципе, это вы везде указываете, да? Вы можете везде указать. Да. И там есть еще наращивание потенциала. То есть если у вас могут быть и проекты, которые могут быть оба компонента, да, и митигационный, и адаптационный, вы можете тогда выбрать кросс-каттинг, да, или межотраслевой, или же вы можете, если у вас один проект содержит в себе как митигационный, так и адаптационный компонент, то вы можете этот проект разделить на части, если у вас это можно, да, и указать отдельно митигационный, адаптационный компонент. Да, но если вы не можете разделить, то вам целесообразнее всего выбрать проект кросс-каттинг для проекта, которого есть и митигационный, и адаптационный компонент. Если есть возможность разделить, то тогда вы делите проект на митигационную и адаптационную часть. То есть да, предоставление информации и в каком разрезе вы предоставляете, это уже на ваше усмотрение. Да, это верный, очень хороший вопрос. Есть связь между статьей 6 и двухгодичными отчетами по обеспечению прозрачности. Там некоторые нюансы все еще прорабатываются. Но пока в ответ на ваш вопрос я, к сожалению, дать однозначного ответа не могу. Может быть, кто-то из моих коллег обладает более актуальными сведениями, но пока однозначного ответа на ваш вопрос я дать не могу. Да, какого-либо однозначного ответа я сейчас точно дать не могу. Дайте я попробую немножко пояснить по вот этому вопросу и по ряду других вопросов, которые были подняты в ходе обсуждения, потому что процессы в рамках РКИКОН, они иногда бывают очень длительными, иногда бывают очень быстрыми. Поэтому процессы, происходящие в РКИК, они не всегда Я хочу начать с отражаются в этот очень УПР. хороший вопрос, который Саша поставил в самом начале. Почему по поддержке, да, для развитых стран это обязательно, да, предоставлять эту информацию, а для развивающихся стран это не обязательно. Значит, в принципе, то, что у нас имеется в МПГ, отражает то, что у нас имеется в Парижском соглашении. И в Парижском соглашении там развитые страны должны предоставлять информацию. А развивающиеся страны, конечно, они могут предоставлять информацию, но могут и не предоставлять информацию. И здесь имелось во время переговоров насчет этой поддержки, которую они получили. И во время переговоров вся идея была в том, что, может быть, в развивающихся странах нету такой полной картины, да, что они получили. Иногда скажем, тоже в Индонезии, они очень много денег получают по РЭД-программу. Одно министерство получает одни деньги, другие деньги, и там нет очень хорошей координации, картина не очень четкая. Не всегда администрация эффективная, поэтому это и является should requirement. Но вся идея для того, чтобы развитые страны предоставляли обязательную информацию насчет тех денег, которые они дают, а развивающиеся страны предоставляли информацию насчет этих денег, которые они получают. Вся идея в том, чтобы смотреть, какая разница, да? Или, как они говорят, what is the gap? Потому что очень ясно, что там есть большая разница, и вся идея, чтобы эта разница как-то со временем уменьшалась.
Ну, чисто так, с политической точки зрения. Но тут, когда предоставляется финансовая информация, и это связано как раз с вашим вопросом, надо иметь в виду, что это должна быть информация, которая как-то привязана к NDC. Да? И это не просто как-то в вакууме, да? Ну, нам нужны там деньги на энергийную эффективность. А когда, предоставлялась информация по NDC, страны, которым нужна была поддержка, они обычно дают какую-то оценку, да? Вот это мы сделаем собственными ресурсами, а вот на это нам нужна поддержка. И вся идея BTR прослеживать во времени, насколько, да, страны получают эту поддержку, чтобы полностью осуществить их NDC по самому высокому уровню амбиций. И поэтому было бы хорошо, если, как и Гопал объяснил, конечно, та поддержка, которую вы получили, вы уже в конкретном году получили. Так что это вопрос насчет таймфрейм, он как-то не открыт. Но насчет необходимости лучше было бы, конечно, их обвязывать с NDC. И та информация, это было бы хорошо, чтобы это было сопоставимо, да? Не то, что в NDC там, вы сказали, нам нужны 10 миллионов, а тут вам нужны 10 миллиардов. Это все должно как-то по масштабу. Это первое. А потом вы заметили, что когда Гопал объяснял, да, он говорил, что страны должны предоставлять информацию насчет их дефиниции, что такое climate finance. И дело в том, что страны пока еще не договорились насчет дефиниции, что такое climate finance. Есть разные видения, что такое. Но было бы очень полезно, когда вы готовите вот эту информацию, посмотреть, есть такой Standing Committee on Finance. У них есть рабочая дефиниция of climate finance. Посмотрите, если вам эта дефиниция подходит, прямо cut and paste, и нет вопросов. Если не подходит, ну, тут надо думать там. Да. Это второе. Третье, то, что, как вы видите, это основная разница между та информацией, которая предоставлялась раньше в BUR и в BTR по поддержке. Основная разница, что здесь все усилия, когда предоставляется эта информация, направлены на то, чтобы была какая-то оценка, да, какой импакт. Мы получили вот такую поддержку или по или по финансам, или по технологии, или по capacity building, а какой результат? Это действительно очень важно, чтобы, так сказать, и на национальном, и на глобальном уровне было больше, была ясность, в какой степени эта поддержка действительно эффективна. Иногда с маленькими деньгами можно получить большой результат, а иногда с большими деньгами можно, чтобы результат был не такой значительный, но, может быть, там будут, как мы называем это в climate change процессе, так называемые co-benefits, или дополнительные co-benefits, добавки, да, социальные и так далее, которые очень важны для того, чтобы продвигать и политику в целом климатическую, и конкретный проект. Значит, тоже очень интересный вопрос насчет финансов и предоставления отчетности по финансам vis-à-vis technology transfer and capacity building. Значит, вся идея, чтобы, в принципе, по финансам все это и по technology transfer, по capacity building, по возможности, чтобы финансы, которые связаны с этими двумя элементами, они рапортовались по финансам, да, а в таблицах по Technology Transfer and Capacity Building больше объяснялось, да, как это больше такая качественная информация, не количественная, а больше качественная информация объяснять, да, какие там проекты привели там к обновлению технологий там, и какой там результат. И последнее, это связано с ревью.
Значит, всегда та информация, которая предоставляется, она не вся подвергается этому углубленному рассмотрению или ревью. Значит, то, что подвергается углубленному рассмотрению, это обязательное требование. Значит, это то, что предоставляется по инвентаризации, tracking progress, это все под ревью идет. И тоже информация, обязательная информация, которая предоставляется по поддержке развивающихся, развитым странам. Вот это идет по ревью. Остальная информация, она не будет ревьюироваться, но может быть в какой-то степени только, я не знаю пока, как весь этот процесс окончательно будет выглядеть, но может быть будет отмечено, да, что страна предоставила эту информацию там. Но в принципе review team, он не должен как-то очень так копаться в эту информацию, она там правильно, неправильно, но она должна иметь смысл, да, это основной критерий, чтобы эта информация, так как мы говорим, common sense. И последнее, что я хотела отметить, что когда страны договаривались по Парижскому соглашению по статье 13, тогда развивающиеся страны очень сильно возражали против углубленному рассмотрению информации по адаптации. И поэтому эта информация, она не входит в углубленному рассмотрению. И, как вы видите, нет никаких таблиц и так далее. Но развивающиеся страны постепенно созрели, что это для их пользы, чтобы эта информация подвергалась рассмотрению. И поэтому на последних конференциях сторон там были дискуссии, как вся эта информация on a voluntary basis тоже будет подвергаться ревью, чтобы просто это для информации для вас. Но опять, как вы видите, вот эта информация по адаптации, она не входит в эти таблицы, там очень громоздкие такие требования, которые тоже не обязательны по адаптации. Так что, если вы работаете с вашими коллегами, вы можете вот как раз эту информацию им передать. Спасибо за внимание. Спасибо за разъяснение. Еще один вопрос, такой больше к отчетности, относящийся по self-assessment. Мы не можем найти информацию вот по self-assessment, кто это должен проводить. A self-assessment, as I understand, it's a self-assessment of the country Я to понял, the что это BTR. самооценка страны в отношении BTR, вот ДОП. Спасибо большое. Очень полезно, Катя, очень интересно ваш взгляд. И, дорогие коллеги, если у вас еще вопросы. И мы уже готовы к обеду, уже близки к обеду. И сейчас я хотел бы немножко времени потратить. Это одно из как бы конкретных примеров кейс-стади. Здесь вы можете найти информацию, которая необходима для того, чтобы заполнить таблицу 7. Вот 7, вы знаете, это стабильность. Вы помните, да, таблица 7? О чем она? Таблица 7. Это таблица финансовая поддержка, которая получена. Это то, что получено. Но это вот реальный сценарий, реальный такой случай. И вот здесь в описательной форме дается информация. И это таблица 7, которую вам надо будет заполнить. И я хотел бы сейчас попросить, чтобы каждый стол работал вместе, вот люди, которые сидят за столом, работали вместе, и чтобы вы прошли, изучили это реальный случай, пример, и найти вот элементы таблицы 7.
И затем каждый стол должен по очереди скажет по каждому элементу, что вы выявили из этой информации, из этого конкретного примера. Понятно? Потому что это поддержка, которая получена, support received. Для этого мы можем, я думаю, от 5 до 7 минут использовать наше времени. Поработайте в группе, прочитайте эту информацию. У вас она есть на русском языке? Я думаю, что Google Drive вы можете найти, там переведено на русский, вы можете оттуда прочитать. Здесь, пожалуйста, выявите элементы для таблицы. 3.7. Страна X реализовала инициативу по солнечной электрификации в сельской местности. У вас есть на русском языке или надо зачитать вам? So for table 7, you have to identify Для таблицы 7 надо будет определить название, описание проекта, потом каналы, по каким каналам. Затем определить также орган реципиента, реализующий, потом национальная валюта, доллары США, временные рамки и какой финансовый инструмент они использовали. Потом вид поддержки, сектор, подсектор, и затем необходимо подтвердить, вносит ли вклад в передачу технологии или укрепление потенциала или статус какой деятельности и какое воздействие, результаты, дополнительная информация. Вот эти элементы вам надо определить из предыдущего, который был представлен на экране, предыдущий кейс, пример. И детальный текст вы можете проверить презентацию из Google Drive, там приводится эта презентация на русском языке. Да, работайте, пожалуйста, в группах по столам, да, и чтобы отметить всю эту актуальную информацию, которая необходима. На основе информации, которую вы получили, у вас есть название? Да, есть название. Хорошо. А какое название вы нашли? Первый стол, пожалуйста, говорите. Говорите микрофон, вот этот стол, да. Какое название вы нашли? Микрофон говорите. Солнечная электрификация для сельских районов. Правильно. Вот описание проекта. Вот следующий стол. Микрофон говорите. Следующий стол, пожалуйста. Описание проекта. Какую вы информацию смогли найти? Устойчивое электроснабжение сельских сообществ с помощью солнечной энергии, повысить уровень жизни местного населения, сократить выбросы углекислого газа, получить показатели в области здравоохранения, образования. Правильно, спасибо. А каналы, что касается каналов? Третий стол, что касается каналов. Третий, какую информацию вы смогли выявить, определить?
Двусторонний канал, двусторонний канал. Правильно. Да, двусторонний, потому что это между двумя агентствами, двумя странами. Четвертый стол, пожалуйста. Это орган реципиента и тот агентство, который реализует. Пожалуйста. А какую информацию вы смогли найти? Микрофон, пожалуйста. Это Министерство энергетики страны X, а агентство по реализации – это агентство по возобновляемым источникам энергии. Правильно. И вот завершающий ваш стол, какая сумма, да, и временные рамки. Микрофон. Смогли вы найти информацию по объему, вот сумме и временным рамкам? 25 миллионов долларов США. И временные рамки? А вот национальную валюту вы смогли найти? Национальную валюту? Какая сумма в национальной валюте была? Какая? Спасибо большое. Следующее. Какого рода финансовый инструмент они используют? Какого рода финансовый инструмент? Какой финансовый инструмент? Правильно. А статус поддержки? Какой статус поддержки? Микрофон? Да. Уже получено, да? А вид поддержки? Вид поддержки. It is grant. Это вот на вид поддержки. Это на митигация, смягчение, адаптация или сквозное. Это смягчение, да, митигация. Потому что мы видим выбросы, не хотят, чтобы и это сократить и сектор энергетика. А подсектор какой? На основе вы можете даже пока, как электрификация, подсектор можете включить, ну, то, что вы считаете нужным. И статус деятельности. Какой статус деятельности? Вот какой статус реализации? Текущий, да, продолжающийся текущий, правильно. И я хотел бы проверить у вас, какая информация, какой информации не хватает. Что там пропущено, не достает? Да, это национальная валюта, а также обменный курс, да, еще что? Time frame. No, we have time frame 21 and something. They have. Только вот два вида информации пропущены, да? Другую информацию все можете найти. Вклад – это передача технологии, солнечная инфраструктура, повышение потенциала – это управление, обучение, да, и также показали воздействие, да, дополнительная информация какая, да, у вас есть также связь с проектом, да, это дополнительная информация. Спасибо большое. Вот, пожалуйста, сэр. А, кстати, временной курс валюты на какую дату надо ставить? Кто будет заполнять? Они же должны, общее правило же должно быть. Начало проекта или там начало подписания какого-то соглашения там или чего-то там. Спасибо. Очень вот полезный вопрос, да, потому что мы тоже получили много вопросов, какие мы должны использовать, да, потому что особенно когда валюта, обменные курсы, он нестабильный, да, стороны также говорили, это на ваше усмотрение, какой вы хотите использовать обменные курсы. И вот методологии в разделе вы должны разъяснить, что мы используем вот этот обменный курс, или мы используем вот этот обменный курс того агентства, или мы взяли усредненные курсы,
или на основе вот соглашения или начала реализации проекта, даты. В общем, это на ваше усмотрение. Да, если все правильно надлежащим образом объяснено вот в этой разделе методологии, то все будет нормально. Я полностью вот поддерживаю то, что Гопал сказал. Это каждая страна сама вот определяет, какой источник определения обменного курса. Но вы должны следовать как бы общему курсу первому, и это первое. А второе, хорошо было бы использовать, как мы говорим, в вот РКИКа, вот источник, который как бы уже авторизирован, чтобы люди не спрашивали, почему вы использовали этот именно валютный курс обменный. И вот очень много вот как бы авторизированных источников. Может Всемирный банк, например, ссылку делать на вот определенный период времени, вы можете делать ссылку на Всемирный банк, какой там обменный курс указывается. Это просто идея, это не рекомендация, это вам как бы совет. Вы можете использовать и другие источники. Конечно, трудно найти такие вот авторизированные, как бы, как всемирные источники. И хотелось бы еще вот задать такой вопрос. Здесь вот дополнительной информации, результат проведения данного проекта. Здесь указано, что около 50 тысяч домохозяйств получили доступ к электричеству. И далее идет описание, что открылись новые местные предприятия, повысилась производительность и далее. Я думаю, что это нужно как-то в цифровом эквиваленте указать, да? Это может одно предприятие открыться в результате ожидаемого результата, а может быть это будет 5, да? Мы же не знаем. То есть эта информация у нас остается как бы за кадром. Нужно ли здесь тоже также указать, сколько предприятий может быть открыто, ну, как в процессе деятельности данного проекта? Мы же должны рассчитывать на какие-то силы свои, да? Мы можем указать 10, а откроем одно. То есть нужны ли здесь какие-то цифры, да? Прогноз, сколько может быть открыто в результате действия данного проекта, ну, например, предприятий, или сколько школ будет обеспечено электричеством для освещения, да, ну, то есть вот здесь вот перечисление, и нужны ли прогнозируемые данные, что можно сделать будет за счет этого проекта. Спасибо. Очень интересный вопрос, полезный. Да, что касается данного примера, а вот поддержка необходима, когда вы отчитываетесь в таблице 6, а необходимы или 8 или 11 таблица, разделы, вам надо сказать ожидаемые результаты, то, что вот ожидаемые расчеты, ожидаемые на основе вот уровня информации, который у вас есть, вы можете также и дать только ожидаемые расчеты. Не обязательно, чтобы точно было все правильно на основе ваших планов или на основе вашей политики, стратегии или плана проекта. Может быть, какие-то вот у вас будут предварительные как бы цифры, и вот как ожидаемые результаты в ожидаемой поддержке, которая вам необходима. Это вот то, что сообщество ожидали, такое-то, такое. Вот ожидаемые результаты вот в рамках поддержки предоставляемой. Чем больше информации вы предоставите, это будет полезно для такого рода информации. И, конечно, мы рекомендуем, чтобы вы вот опирались на вот ту наилучшую имеющуюся информацию в национальных условиях. И также поддержка для получаемого, для реципиентов, бенефициаров. Вы получаете поддержку, и у вас уже есть определенный результат, который будет близок вот сценарию кейса, например, какой-то конкретный проект, вы получили информацию, вы получили поддержку, вы реализовали, и потом в конце проекта вы уже можете вот количественно показать ваш результат.
если у вас есть такого рода, уже промониторировали или количественно определили информацию, вы можете ее предоставить в рамках как бы получаемой поддержки. Что касается вот помощи, поддержки, вот информацию предоставляете, да, что необходимо. Вот то, что необходимо, это на основе вашей оценки, как бы, да, ваших расчетов. А когда уже получено, конкретно получено что?